Добрый вечер, друзья. Хочу вам показать свой огород. Конечно, сначала я хотела прополоть его и потом показать, но все-таки решила, нет, я покажу его до прополки, что тут у меня происходит. И уже потом, после прополки, чтобы вы видели, что и как. Немножко расскажу, что в этом году у меня происходит с моим огородом. Весна была, конечно, очень затяжная, холодная. И посадила я его попозже, чем обычно. Картошку тоже. Я обычно сажаю в начале марта картофель. Ну, последние 3 года я сажаю только для себя, чисто для своих нужд. До этого, конечно, я сажала и картошку, и все остальное в большом количестве и на продажу. А картошку мы даже сажали гектарами. Занимались этим года 2-3, но об этом я расскажу вам потом. В этом году вот я посадила 6 рядов этих и 2 ряда вот поперечных. 8 рядов получается. Посадила попозже, ну где-то даже в конце марта, в начале апреля только посадила. Ну, картошка взошла, все хорошо, ботва хорошая, сделала окучивание. Посадила рассаду помидоров, капусты, болгарки, баклажан, горького перца, ну всего, как обычно, я сажаю все. Посеяла салат, лук, петрушку, крест-салат, руккола. Короче, была зелень вся, потому что я ее очень люблю. И, в принципе, один мой сын тоже очень любит зелень разную, и мы ее едим вдвоем. Ну, остальные не очень-то ее уважают, конечно. Но как только вот я окучила картошку, посадила, как я говорю, рассаду. Она у меня хорошо принялась. Только начала идти в рост, и пошел сильнейший град. Был крупный, шел долго, и практически в огороде ничего не осталось. Огурцов, правда, я тогда еще не сажала. Было холодно, рановато, я их не сажала. Конечно, настроение пропало. Но все-таки я решила еще раз пересадить. Картошка, правда, побилась, но не так страшно. Она буквально на 3-й, на 4-й день ожила, стала нормально. После этого посадила фасоль, посадила кукурузу и пересадила всю рассаду. Помидор, огурцы, вернее, помидоры, капусту, болгарку, всю рассаду, короче. Тогда первая рассада полностью была побита. Пересадила 2-й раз. 2-й раз только она начала у меня опять приниматься. Огурцы взошли. Все взошло, пересеянное. Тот же салат, тот же укроп, та же руккола, тот же шпинат, щавель. Все взошло. И буквально только вот, ну, некоторые были только всходить начали. Некоторые пышно взошли. И пошел 2-й град. Такой ливень, град, ветер ужасный. И на 2-й день в моем огороде практически ничего не было. Я, конечно, очень сильно расстроилась. И как раз у меня была дочка в гостях с внучкой. Посмотрев свой огород, я зашла и как-то, знаете, говорю, ну ничего страшного. Тут от вируса у людей умирают люди у других. Ну, подумаешь, побила мой огород. Ну, побила, ничего страшного. Но пересеивать не буду, говорю. Нет, все, я уже не могу. Я уже отчаялась. Не хочу и не буду. Сказав это, пришла домой, села. Она говорит, ну, мама говорит, я думала, у тебя так страшно настроение упадет. Ты оптимистка, то все. Я говорю, ну, ничего страшного. Но пересеивать не буду, ничего страшного, никто не умер. Ну, что теперь поделаешь? И сижу через какое-то время, говорю, ну-ка дай мне что-нибудь поесть, заесть мою депрессию. И она смеется. Ты что, говорит, мам, ты же говорила, что тебе все равно. Я говорю, ну не настолько все равно, чтобы не плевать, столько труда было вложено. И где дочка уехала, и мне звонит, что, как, будешь пересаживать? Я говорю, не буду. И в Инстаграм тоже закинула, что было с моим огородом, и девочкам, моим подписчицам. Я говорю, ну что мне, пересеивать, пересаживать, подсаживать или все-таки оставить в этом году? Ну, кто как советовал, кто не делать, кто делать. Кто говорит, что тебе Аллахом суждено, все равно будет.
Ну, подумав, я вообще, по идее, не люблю, когда лежит пустая земля. Хоть что-то, но у меня должно быть посажено. Подумав немного, я посадила все-таки, пересадила. Кое-что оставалось, но немного. А вот пересадила. Ну, уже был уже июнь, почти, да, где-то числа 10 июня. Посадила уже вот и помидоры, и болгарский перец. Вот, видите, мне даже его, в принципе, показывать страшно, потому что когда уже жарко, ты сажаешь, он все-таки болеет сильно. И уже должны были у меня быть большие помидоры, высокие. В это время у меня всегда бывали уже, ну, правда, не красные, но уже высокие, хорошие кусты. Вот что сейчас. Вот такие помидорчики. И у нас даже после этой посадки была погода очень холодная, девочки. Я не знаю, почему в этом году в действительности очень трудный год. Вот баклажаны. Ну, это все, вот видите, это уже считайте, третья посадка у меня. Это вот свекла, красная свекла. Это капуста. Ранее капуста полностью пропала. Это уже средняя. Вот некоторые завязывается в кочанок. Свекла, правда, у меня заросла. Огурцы у меня заросли. Просто я не успеваю. Это вот капуста брокколи. Машалла, вроде бы ничего взошла. А тут вот этот ряд у меня, который сейчас лежит пустой перед вами, был полностью ряд посажен горох. И я очень люблю горох. Ем его так в свежем виде и замораживаю, чтобы добавлять зимой в какие-то блюда. Но горох побила, он в принципе не остался у меня. Вот я его прополола, подготовила, чтобы кое-что посадить. Вот посадила вот здесь вот редьку, черную редьку. Она понемножечку всходит, но что-то семена мне не важные. Так, это тоже капуста брокколи. А это уже вот поздняя капуста. Она будет попозже, конечно. Но ничего тоже. Ну, хорошо пошла. Это вот укропчик. Зелень укропа будет. Вот горький перец тоже болеет. Не знаю, вот попрыскала его от болезней и удобрила, хотя у меня медведки очень много в последнее время стало. Так, вот еще салат, листья салата. Это уже был до града, он у меня сидел, но полностью был побит. Но ведь видите, он все-таки у меня ожил. Ожил и восстановился. По новой пошли листочки. Вот видите, у меня между между горькими, между помидорами, да и между болгарками вот большие огрехи. Хотя я все это пересаживала, огрехов не было. Я не люблю пользоваться химией. И уже последние 2-3 года подкармливала свои растения свежим коровьяком, навозом. Но от него у меня очень много появилось в огороде медведок. Хотя в каждый куст перед посадкой я вложила от медведки препараты, но все-таки вот все, что у меня здесь пустует, все огрехи, это срезала мне медведка. Я с ней воюю, но все равно не смогла с ней справиться. Хотя и сейчас вот у меня помидорчики, болгарка, горький не очень-то пышные, в рост не очень-то идут. Все-таки один раз, и да, я и в этом году полила коровяком. Но я сейчас еще в Ютубе посмотрела, в Инстаграме, в Ютубе нашла кое-какое вот, удобрение, чтобы не было химикатов, дрожжевые подкормки, еще кое-какие. Вот еще хорошенечко посмотрю. И когда я буду делать, я вам покажу, друзья, как и что я делаю. И по ходу посмотрим на моем в этом году не очень-то важном опыте. Хотя сажаю я уже лет 15 огород. Такого огорода не дадут мне соврать. Мои соседи у меня не было. Но ничего, раз на раз не приходится. Вот тут василек в этом году сажала уже 3-й раз. И вот было 10 кустиков, из 10, 3, 4, 5, 6 только сохранилось.
Хотя это уже посажено после града. То есть лук, вот видите, все заросло. Друзья, вы меня извините, но я специально показываю, как все заросло. Потому что я надеюсь, я потом покажу недолго, через недолгое время, как уже все чисто. Это вот 2 ряда, которые, я говорила, картошки 6 у меня с той стороны и 2 ряда вот. Вот видите, картошка в действительности побита очень. Она неважная. Но вот сейчас она вроде бы так ботва пошла. Представляете, побила ее 2 раза. Второй раз она была как будто перекручена через мясорубку. Я не думала, что она, в принципе, из нее что-то будет. И фасоль вот эта тоже была страшно побита. Ни одного листочка, торчали только вот перышки маленькие. Кукурузу я еще не успела проредить. Была очень густой посажена. За счет этого она у меня сохранилась после града. И вот я несколько дней тому назад только прополола, проредила, которая уже более-менее живая. Так что кукуруза свежая у меня своя будет. Хотя она и бывает летом не очень дорогая, ее можно бывает купить. Но все-таки я люблю, чтобы все было у меня у самой дома. Ну, вот такие дела. Вот я еще хотела сказать насчет картошки. Я не знаю, картошка должна была у меня уже зацвести, когда побилась градом. Она не успела зацвести. И опять пошла в ботву. И практически она у меня целый сезон растет только на ботву, работает только на ботву. Я не думаю, что в этом году у меня будет хорошая картошка.